Укрепление связи между братскими республиками Южной Осетии и Абхазии происходит на всех уровнях и способствует развитию обеих стран. В рамках студенческого сотрудничества прошла очередная студенческая конференция, в которой приняли участие студенты Юго-Остинского и Абхазского государственных университетов. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Доклады конференции «Вклад Осетии и Абхазии в победу советского народа в Великой Отечественной войне», «Вклад Российской Федерации в становление абхазской и юго-остинской государственности», организованные студсоветами ЮОГУ и АГУ в преддверии Дня Победы 9 мая, разделились на две секции, первая из которых была посвящена вкладу Осетии и Абхазии в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Лана Гаглоева, проректор ЮОГУ по научной работе, актуализировала тему и назвала ее своей личной болью и личной гордостью, а также передала слова приветствия участникам мероприятия от ректора ЮОГУ Вадима Тедеева. Ректор Юго-Остинского государственного университета выразил надежду на то, что сегодняшняя конференция пройдет очень плодотворно, и то, что она станет очередным шагом в нашем сотрудничестве с Абхазским государственным университетом, братским для нас университетом, с которым нас очень многое связывает. К учащимся вузов дружественных республик обратился и декан исторического факультета АГУ. Он передал слова приветствия ректору Вадиму Тедееву и коллегам в ЮОГУ. Мы рады сегодняшней встрече. На самом деле тема актуальна, всегда будет актуальна. Тема, на самом деле, предыдущий оратор правильно отметил о том, что и не долгие годы еще, все время это будет тема актуальна, потому что, к сожалению, наше поколение тоже прошло через войну. В первой секции выступили студент исторического факультета ЮОГУ Роман Губозов, чей доклад был посвящен вкладу осетинского народа в победу в Великой Отечественной войне, и студент АГУ Андрей Маркарян, рассказавший про первую женщину-летчика Абхазии Мари Авицба. С первых дней войны в Южной Осетии начался перевод промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства на военный лад. Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности области перешли на распиловку буковой древесины, необходимой в самолетостроении. За первые 2 года войны заготовки буковой древесины возросли в 27 раз. За время же боевых вылетов Марианна совершила более ночью. В воздухе она провела более 10 тысяч часов, сбросила на противника более 70 тысяч тонн авиабомб. Она сражалась, как говорится, на Северном Кавказе, на Украинском, Белорусском фронте. А в конце своей службы она участвовала в освобождении Крыма, Западной Украине, а также Восточной Польши. Доклады второй секции были посвящены становлению абхазской и осетинской государственности. Студенты АГУ и ЮОГУ вспомнили страницы истории народов Осетии и Абхазии и их борьбу за независимость, каждая из которых уникальна и в то же время имеет много общих и перекликающихся черт. В районе 3 часов дня, когда многие уже поверили, что никакого митинга не будет, на въезде в город недалеко от поворота на ТЭК показались первые машины колонны, выехавшие из Тбилиси. Группа цимбатских ребят, скучавшая в ожидании возле здания суда, немедленно рванулась навстречу автомобилям. Модератор мероприятия Алан Кабулов подвел итоги конференции и поздравил всех с успешной реализацией совместной идеи. Теплые слова о состоявшемся событии выразили и представители студсовета АГУ. Все доклады были крайне актуальны и интересны, выполнены на высшем уровне, за что выражаю свою благодарность всем спикерам. Верю, что это не последнее наше совместное мероприятие, и желаю, чтобы в будущем вы уже сидели за одним столом не просто как студенты, а как состоявшиеся молодые ученые. Спасибо. В свою очередь, со своей стороны, хотим поблагодарить то, что вышли на связь все-таки. Мы смогли организовать нашу такую первую конференцию нашими студенческими советами. Видеоконференция прошла успешно, и много нового стороны узнали. И для нас это еще один шаг к более близкой дружбе и к нашему братству. И будем надеяться, что увидимся еще вживую.